хочу познакомить вас еще с одной очаровательной собачкой. Давай, повернись, пожалуйста. Ее зовут Клава. История такая. Получается, 2 года назад, 2,5. Прошло такое движение, что всех собак, которые живут на предприятиях Алроса, всех надо убрать. Каким образом убрать? Это никого не касается, чтобы их не было на территории, потому что они могут, как люди боятся, что они там то гавкают. Было нами предложено, почему, если собаки много лет живут, их кормят. Кому-то они не нравятся, кому-то нравятся. Если надо же со мнением считаться всего населения, а не только тем, кому это не нравится. Почему нельзя построить вольеры именно в организацию, чтобы они там жили? А потом вечером выпускать, потому что даже охрана просили собак, потому что эти отделения, предприятия же находятся и в лесу, а у нас все-таки тайга, волки. И в охране в основном женщины работают. Говорят, вы знаете, нам ночью страшновато, потому что волки действительно есть. Были на тот момент, очень их много. Да, Галь, помнишь? Да, было, что-то говорили. Да. И нас не послушали. Сказали, забирайте. Или мы будем, как они сказали, что их уничтожат, но мы-то тоже не глупые. Или мы будем думать о других мерах. И у нас на тот момент 20 собак из подразделений ГОКа нам привезли. Я не могу пожаловаться, что они, конечно, нам и отсыпку сделали. Один раз даже как пожертвование сделали. Потом некоторые стройматериалы ГОК приносил. Конечно, мы хотели, чтобы их там постоянно чтобы содержать. Не месяц, не 2, они же у нас будут, мы надеемся, что много лет будут жить, не будут ни болеть, ни умирать. И привезли 2 собак. Вообще... Варя, вообще мы не про тебя кино снимаем. Варя, иди сюда. Мы не о тебе пока рассказываем. На этой красавице, этой лаечке. Привезли 2 собак. Ой, они такие напуганные были. Одна очень большая, такая черная. Она, к сожалению, уже у нас умерла, но ей 16 лет было. Она у нас 2 года прожила. И это ее дочь. Стрелка и Клава. Как-то та больше была на Клаву похожа, а это на Стрелку. Объясняли, что наоборот, это светленькая Клава, а та Стрелка. Мы ее называли мамашка ту. Она мамашка была, она тут всеми командовала, все ее слушали. А это дочка называли. Они были такие, конечно, напуганные очень. Дали мы им вольеры, они держались всегда вместе, все вместе. А у нее как-то были эти соски напухшие. Мы думали, она беременная. Мы наблюдали. Оказывается, видимо, она родила. Наверное, щенков убрали. Все, но на маму мы не обращали внимания, потому что нам сказали, что ей 13 лет. И вдруг какой-то день приходим на дежурство, а та старенькая мама родила одного щенка. И они вдвоем лежат, фотографии у нас есть, мы вам потом дадим, сбросим. Они обе кормили этого щенка. Ой, это сколько было впечатлений, радость, такие заботливые. И щенка в дом забрали, в семью, мы курируем их, знаем, все хорошо. Он даже недавно в гости прибегал там с мальчиком, щеночек. И они всегда вместе держались. Мама за дочку всегда заступалась. Они охотничьи. А что я хотела историю сказать? Они там прожили, эта мама, получается, 13 лет прожила. У них и вольер там был. Сказали, все, нельзя собакам быть там. Получается, этой блондинке 5 лет. Если 2 года, 4,5, 5. У нас паспорт есть, там все у меня записано. Она лайка, она очень, она любит воду, она любит плавать, она любит гулять. И когда с мамой беда случилась, она умерла, у нее сердце. Старенькая она была. Мы так переживали за нее, что как она без нее будет жить, да. Потому что она без нее и шага не могла сделать. Мы ее стали опекать, мы ей дали тепленький вольер один, она там пока жила, конечно, в стрессе была. А сейчас ничего, все адаптировалось, он любит, обнимает, все хорошо. Даже весь рост ее сделаете, она лайка, хвостик у нее закрученный, видите какой.
Вот так вот она всегда она станет. Она статная, красивая. Она наподобие Снежи. Но Снежа чуть белей и шерсть как бы лохматая чуть-чуть. Ну, мне кажется, даже такая, да? Одинаковая, да. Цвет тут немножко, да, красивый такой вот топленого молока или вареной сгущенки. Бежевый. Да, Снежка, она прям белая. А это вот красавица вот такая, тоже красивая собака. Вот если хотите друга, она очень замечательный друг, ласковый. Сторож хороший, будет охранять, за свою семью будет заступаться. Она очень благодарная. Она помнит, кто ей добро приносит. Ну вот, все, история о этой девочке Стрелочке. Хорошая собака, крепкая, здоровая, абсолютно, все, привитая. Но она не стерилизованная. Ну, ничего. Если надо помощь, простерилизуем, если кто заберет.